Как активность террористов на севере Афганистана повлияет на страны Центральной Азии? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что об этом говорят эксперты. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Эксперты и аналитики, участвовавшие в дискуссии, считают, что за активизацией террористической организации в Афганистане на севере стоит стремление усилить позиции до окончательного вывода американского контингента и не допустить участия непуштунских лидеров в процессе раздела власти в новых условиях. Таджикский журналист Фахриддин Холбек, несколько лет проработавший в Кабуле, говорит о том, что террористическая организация беспрепятственно занимает улусы и деревни, но встречают активное сопротивление народного ополчения в больших городах. По его мнению, моральный дух в афганской армии упал, потому что правительство Афганистана не оказывает никакой поддержки собственным силам обороны для обеспечения безопасности на севере. Именно поэтому те сдаются даже малочисленным отрядам. Не дожидаясь окончательного вывода, террористы завоевывают север, где 90% населения составляет непуштуны. Таким образом, они хотят предотвратить участие местных лидеров этнических таджиков, узбеков и других народностей, проживающих на севере, в будущем правительстве страны, которое будет создано после вывода американского контингента из Афганистана, отметил Холбек. Также, по мнению журналиста, террористическая организация за эти 20 лет серьезно изменилась. Теперь они больше похожи на регулярную армию или полицию, которых целенаправленно перебросили на север. Аналитик из Узбекистана Фарход Талипов, доктор политических наук, эксперт по международным региональным проблемам Центральной Азии, выделил, что события на севере Афганистана вызывают различные толкования, и вопросов у экспертов пока больше, чем ответов. По договоренностям между США и этой организацией основным требованием был полный вывод сил коалиции, что США и выполняет. Казалось бы, они должны быть удовлетворены, но здесь неожиданное наступление талибов на севере страны. Возникает вопрос, для чего? Если главный враг уходит, то кто теперь становится их врагом, рассуждает эксперт. Выглядит все так, что для террористов требование вывода войск США было лишь прикрытием для других далеких идущих задач, и вовсе не было у них планов ни складывать оружие, ни прекращать боевые действия. Эксперт добавил, что США и НАТО на протяжении многих лет обучали афганских военнослужащих и вкладывали в оснащение афганской армии огромные средства, поэтому для него непонятны причины поражения афганской армии. Десятки миллиардов долларов были израсходованы на эту миссию, подготовку вооруженных сил Афганистана, численность которой многократно превышает совокупную численность всех центральноазиатских стран вместе взятых. Это 300 тысяч человек. И вдруг мы видим обратную ситуацию, когда афганские вооруженные силы сдают позиции и бегут от террористов. Все это наводит на мысли о существующих каких-то заговорах, пока непонятных для нас, потому что просто так хорошо обученные военные не могут сдаваться небольшой группе боевиков. Это нонсенс, комментирует Талипов. Как вы относитесь к такому мнению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот востоковед Касим Бекмухамад, журналист и аналитик из Таджикистана, считает, что за наступлением талибов на севере Афганистана до окончания вывода американских войск стоит желание террористов усилить свои позиции и предстать перед мировым сообществом как победитель, как сила, с которой нужно считаться. За этим стоят какие-то геополитические игры, о которых нам не всем известно. В первую очередь это соглашения и документы, подписанные между США и движением за спиной афганского правительства, говорит Бекмухамад. По его словам, в соглашении, подписанном с США, террористы практически признаются правительством. Касим Бекмухамад также обратил внимание на то, что в этом соглашении американцы потребовали не выдавать визы и паспорта лицам, которые угрожают безопасности США. Разве террористы – это правительство, имеющее право на выдачу виз, задается вопросом Бекмухамад. Кроме того, Бекмухамад говорит, что террористический контингент постоянно ссылается на некие условия, оговоренные еще в 2 документах, о содержании которых известно лишь им самим и США. Поэтому именно сейчас, пока иностранные войска не ушли, руководители той организации хотят получить наибольшую поддержку для идеи будущей легитимизации этого движения, если не на политическом уровне, то на уровне восприятия странами и общественного мнения.
выделяет востоковед. Участники встречи считают, что такое наступление на севере не несет прямой военной угрозы для соседних стран и стран Центральной Азии. Большую угрозу представляет идеологическое влияние от успехов этой организации на нелегальные группы сторонников террористических организаций. Это их вдохновляет, потому что сегодня они претендуют на захват всей власти. То есть таким образом многие будут думать, что это возможно в каждой стране и таким образом. А как вы относитесь к таким мнениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!